Опять Кэл. Ау, привет, Олег. Ты дома? Что ты... блин. Ладно, давайте откроем. Привет, Олег. Доброе утро. Ну, на самом деле уже полдень. Оказывается, что Хира сегодня не приедет до ужина, так что я решил заскочить попозже. Мама сказала мне купить пару вещей на площади Горизонта до его приезда, и я решил, что вместе будет веселее. Хочешь пойти со мной, Олег? Конечно, хочешь. Идем. Погнали. Рыжий кот выглядит голодным. Покормить его рыбой? У тебя нет рыбы. О. Так, сохранимся. Кэл, вонючка. Что это? Что тут произошло? Блин, наверное, это Обри и ее шайка. Олег, скажи честно, от меня воняет? Это уже было. Так, ну, тут вроде никого не было. Тут раз не было. А тут... Нет. Так, ладно. Ой, блин. Куда нам вообще идти? Никого нету. Нету. Тут церковь. Опа. Эх, в последнее время Базил не ухаживает за своими растениями. Надеюсь, ему скоро станет лучше. Его ответы нуждаются в нем. Его цветы. Опа. Художница. Тьфу, мой пес Лука снова сбежал. Он всегда рвется свалить из дома. Иногда мне кажется, что он тут живет только ради еды. Эх, и где он на этот раз? Так, внизу все посмотрели. Тут что? Угу. Может, сразу на площадку надо? Чуть не знаю, зачем я тут хожу. Ладно, пойдем сразу на площадку. Так, что у нас нового?
Привет, Кэл. Привет, Олег. Как дела, Базил? Рад видеть тебя на улице. Чувствуешь себя лучше после вчерашнего? А? Вчерашнего? Ты о чем? У тебя же очень сильно живот заболел, не? И поэтому тебе нужно было отойти в уборную. Ах, точно. Да, мне теперь намного лучше. Ты хотел бы сегодня с нами погулять? Олег скоро уезжает, знаешь. Я не знаю. Может, завтра? Послушай, простите. Эй, не волнуйся, не нужно себя заставлять. Мы всегда можем пересечься позже. Да, ты прав. Ну, ладно тогда. До скорого, наверное. М. Привет, сосед, как делишки? Привет, Кэл, синеволосая девочка. И кто это с тобой? О, погоди, я тебя узнаю. Ты Олег, да? Прости, много времени прошло. Кажется, мы виделись всего пару раз. Моя семья всегда здесь жила, но меня отправили в школу-интернат, и я вернулась где-то 3 года назад, наверное. Йоу, Олег, Крис моя соседка, и она очень крутая. Она самый быстрый пловец в школе. Когда она в воде, люди сравнивают ее с русалкой. Или акулой, или даже с торпедой. О, Кэл, ты всегда разбрасываешься комплиментами, ха-ха. Ты разве не подаешь заявку в юношескую баскетбольную команду в этом году? Я уверена, что ты там будешь как раз кстати. Хе-хе. Ну, я попробую. Я часто играю с незнакомцами в парке. Что там? Я, кажется, совершенствуюсь, но мне сложно сказать наверняка. Эх. Но если бы я практиковался в баскетболе так же много, как ты практикуешься в плавании, у меня было бы куда больше шансов. Ох, я не так уж и много работаю. Я так развлекаюсь, если честно. Более того, при всей моей любви к бассейнам я еще больше люблю океан. Я люблю все, что связано с ним. Пляж, звуки волн, даже запах водорослей. Ох, хе-хе. Прости, я, наверное, звучу немного одержимой. Все нормально. Хорошо, когда ты чем-то увлечена, не так ли? Хе-хе, пожалуй. Вообще, я думаю, это все началось из-за школы-интерната. Он был на острове, и мне там очень понравилось. Океан напоминает мне о друзьях, которых я там нашла. Надеюсь, однажды я увижу их снова. Но пока что я, пожалуй, буду собирать ракушки и все такое. Знаешь, твоя история напомнила мне об этом, но Олег скоро уезжает отсюда. Может, ты можешь дать ему совет по переезду? О, Олег уезжает? Ну, находиться вдали от друзей сначала достаточно тяжко, но изменения — это просто часть жизни. Нам стоит ценить воспоминания, что мы создали с друзьями. Знаешь что, я только что кое-что решила. Если увидишь ракушки, можешь их мне принести? Их тут сложновато найти, но обещаю, оно того стоит. Американская мама. Какой прекрасный день для пикника. Я принесла все самое лучшее. Пирог с курицей, лимонный пирог и, конечно же, мой всемирно известный яблочный пирог. Что такое? Ой. О, здравствуйте. Я нормально. Я только начала, по сути. Ой. Типичный американец. Фу, делать котлетки довольно тяжелая работа. Но как только я воткну свои зубы в этот нежный сочный бургер, все это будет того стоить. Я уже почти чувствую этот вкус. Дорогой, внимательнее. Котлетки подгорают. Ох ты ж, спасибо, солнце, было близко. Ой, все что ли? Так. Это этот же. Яблочный парень. Нет, нам не надо, спасибо. Это у вас апельсиновый сок? Это мусор, не пейте его. Яблочный парень выкинул твой... Так ему и надо.
Так, вот, хотите купить яблочного сока? Да ты козел, у меня денег нет, блин, урод. Окей, без проблем. Только не покупайте. Ты сволочь, а. И так не было ничего. Леди с каштановыми волосами. Ого, какой красивый вид. Что такое? Ой. Все нормально, да, со стримом? Что-то у меня тупится. Меня хорошо, да, слышно? Вот он, блин, козел, выбросил на этот. Милый парень, жизнь сейчас достаточно напряженная, но наблюдение за людьми помогает мне расставить все по полочкам. Наверное, мне стоит почаще приходить в этот парк. Пожалуй, иногда для успокоения стоит отвлечься от суеты. Металлический шест с мечом. Пахнет ржавым металлом. Понятно. Так, опа. Сейчас продадим тогда и купим. Спасибо. Дай нам свой апельсиновый сок. Яблочный. Козел. Иди в жопу. Морщинистый лоб. Привет, друзья, рад вас видеть. Эти новые ребята эко-культисты, которые стали здесь ошиваться, приносят большие перемены. Впервые вижу, чтоб столько людей самостоятельно подбирали мусор. Это сильно упрощает мою работу, ха-ха. Но что-то с ними все-таки нечисто. Что это? Ой. А куда они пропали? Так как все здесь насорили, все должны признать, что они мусор. Понятно. Так. Нам вроде как нужно забежать в пиццу Джина и в пекарню во Внезимаркете. Веди, Олег. Как я уже говорил, директор школы, представляешь, и ее, но потом, ага. Женщина в красных очках. Прям как в тот раз, когда мы, ага. А потом, честно думаю, да, определенно. Кто? Парень с гитарой. Привет, я Майкл, будущий странствующий музыкант. Я играю на гитаре тут, на городской площади уже который год. Но думаю, что я наконец-то готов выдвигаться. Вы поможете мне достичь моей цели? Поможет любая сумма. Сколько хотите пожертвовать? Ой. Ничего. Сори. Самим деньги нужны. Ой, эти сидят. Ким, пицца Джина это просто бомба. Противная, грязная и жирнющая сырная пицца, все как я люблю. Налетайте. Энджел. Так, ням-ням-ням. Встреча в нашем тайном месте сегодня в силе? Я принесу свою удочку. Ням-ням. Я сам ее сделал. Хрум. Вчера из крутой палки и скакалки. Как думаешь, сработает, Шарли? Великий Мэверик. Эх. Так мы пойдем в наше тайное место? Ням. Идеальное местечко для свиданий. Ням. Я точно приведу кого-нибудь из своих особенных дам. Плавание. Ням-ням-ням-ням.
Звучит весело. Что ж, пока вы все дурачитесь, как дети, я буду пускать блинчики по воде. Я искала идеальные камни всю неделю. Хех, как бы ты ни пыталась, Ким, тебе не победить рекорд Обри. Заткнись, Майкл. Да какая девушка пошла бы с тобой на озеро? Все же, как Обри хорошо взаимодействует со своими новыми друзьями. Мне жарко теперь что-то. Да уж. Может, она как его, человек, который может со всеми общий язык найти. Без предоплаты. Я говорил тебе звать меня великим Ай. Я прикуфил. Я прикуфил. Ла-ха-ха-ха-ха, неудачник. Учитель, вы ранены? Ты заплатив за таким. Ла-ха-ха-ха-ха. Скоро узнаешь, что это не так. Ух, мой язык. Хя! Олег и Кэл, что вы здесь делаете? Разве не знаете, что мешать людям есть грубо? Фу, это ж придурок. Грр, оставьте нас в покое, сегодня нам с вами не о чем говорить. Чавк, 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 чавк. Пицца. Ну блин. Не на ту кнопку нажимаю, чтобы пропустить. Ой. Привет. Пока. Человек в очках. Эх, черт. Я пытаюсь починить этот старый аркадный автомат, но мне не хватает последней важной запчасти. Кажется, будто бы ее кто-то откусил. Интересно, где же она? Какая деталь? Да я не с ним хотела. Меня зовут Рай. Я считаю себя музыкальным экспертом и горжусь этим. Если вставишь CD-диск в этот музыкальный автомат, то я смогу назвать автора этого трека. Ой. Он что такой этот? Здешний Шазам? Продавец пиццы. Приветствую, добро пожаловать в пиццу Джина. Чего желаете? Салют, я пришел за заказом. Ага, чего вам? Знаю. Вы хотите заказать пиццу? Ням-ням. Если не ошибаюсь, моя мама сегодня утром заказывала по телефону геройский сэндвич. Я просто пришел его забрать. Оу, ясно. Вы из той самой семьи, что постоянно берет у нас сэндвичи вместо пиццы. Но они ведь есть в меню, так? Да, вы правы, пожалуй. Ладно, сейчас принесу. Знаешь, не помню, говорил ли тебе у моего брата Хира прозвище именно из-за этого. Можно подумать, что это по какой-то клевой причине, типа спасения щенка. Но нет, он просто обожает сэндвичи. Ладно, вот ваш геройский сэндвич. Приятного аппетита. Вы забрали заказ из пиццерии Кэлла. Класс, спасибо. Отлично, теперь мы можем идти, Олег. Я пойду следом за тобой. Hero Sandwich. Осталось забрать печенье из пекарни во Внезимаркете. Пекарни забрать. А я думала, типа Hero Sandwich. Что за лохматый человек? Вчера, пока я ел банан, прямо за парком я нашел крутое заросшее деревьями местечко рядом с озером. Но немного погодя, приехала кучка хулиганов на самокатах и выперла меня оттуда. И что хуже, они выбросили мой банан. Эх, я не могу позволить кучке детей мной командовать. Я уже взрослый. Молодой взрослый, по крайней мере. Сколько мусора. Я в тот раз когда
не монтировала, смотрела просто видео. Я заметила, что тут мусор лежит, оказывается. Я его-то даже не заметила. Что, нам сюда же надо было, да? Ой, это же подчинение. Что-то я попутала. Что нам надо было? Я забыла что-то. А, пекарню. Идем в пекарню, моя мама сделала там заказ. А, вот сюда, да. Свежий хлеб. Свежий хлеб. Хотите свежего хлеба? А, это вот эти чуваки же были. Шли в эту церковь. Добро пожаловать в нашу семейную пекарню. Чего желаете? Здрасте, я пришел забрать заказ. Да, точно. Ваша мама заказала, что вы подойдете, но я ожидал вас чуть раньше. Сейчас принесу заказ. Стой, а ты знал, что это пекарня семьи Майкла? По нему сразу не скажешь, а все из-за ужасного желтого парика, который он вечно носит. Видимо, он очень старается выделиться, отличаться от остальной семьи и все такое. Ваш заказ, сэр. Приходите еще и наслаждайтесь вашей выпечкой. Мгм, понятно. Класс, спасибо. Отлично, теперь мы можем идти, Олег. Я пойду следом за тобой. Так. Выпечка есть, сэндвичи есть. Кажется, это все как раз вовремя. Солнце уже вот-вот сядет. Идем ко мне домой, Хира. Приедет с минуты на минуту. Окей. Ой, блин. А, вот этот песик потерявшийся. Иди-ка домой. Перед тем, как мы зайдем, мне стоит тебя кое о чем предупредить. Мама будет сердиться на меня за то, что я затянул с покупками. Я должен был занести все это к обеду, но отвлекся на другие штуки и, ну, как обычно. Однако я придумал, как решить эту проблему. Так вот, думаю, тебе стоит пойти первым. Тогда она увидит тебя и обрадуется. И что самое главное, забудет меня отругать. Видишь, все выигрыши, хе-хе. Все понял? Ладно, заходим. Тю-тю-тю-тю, я хороший мальчик. Будка Гектора. Немного тесновато, но Гектору нравится. Вау. Ничего себе у него хата. Мам, Олег пришел. Картина какая красивая. Ты почему так долго, Кэл? Сколько часов назад я тебя отправляла? Неужели так сложно купить пару сэндвичей и... О, боже мой, это что, Олег? Надо же, как я рада снова тебя увидеть. Господи, да ты же как кожа до кости, ты хорошо питаешься. Вот все, что ты просила, мам. Вы отдали заказ. Ага. Быстрее, Олег, бежим наверх ко мне в комнату. Бежит от мамы. Подождите-ка, молодой человек. Пока, мам, увидимся за ужином. У них у всех хаты одинаковые. Так, ладно. Несколько семейных фотографий. У Кэлла и правда большая семья. Шкаф уставлены фигурками и игрушками. Со временем твоего последнего визита почти ничего не изменилось. На столе лежит несколько новых книг. Все о гриле. Гриль как стиль жизни, секреты идеальной курочки. Похоже, у отца Кэлла появилось новое увлечение. Кружка недопитого кофе.
Большие напольные часы. Как думаешь, можешь еще немного потерпеть, Олег? Я хочу показать тебе свою комнату. О, жесть. Ну вот мы и здесь. Чувствую себя как дома. Слева это кровать Кэлла, да? Потому что так это грязно. Ой. А справа Хиро, да? Смотри, у меня есть баскетбольное кольцо и магнитофон, как мне всегда и хотелось. Вот тебе я даже песню поставлю. Ой, спасибо. Да, она очень классная. Мама, правда, не разрешает слушать на большой громкости. Она говорит, что это вредно для Салли. Погоди-ка. Ты же еще не видел Салли, да? Не поняла, кто такой Салли. Просто когда только игра начиналась за этого Олега, там же дали выбрать имя. Ну, написать имя. И там было написано было Салли. Я это имя стерла Салли и написала Олег. Санни? Нет, у меня было Салли. Даже можно будет потом видео посмотреть. Или я путаю? Санни? Разве Санни? А, а. Ну да, было бы странным, если бы я, например, выбрала бы и было бы Салли, Салли было бы странно. Хе-хе, угадай что, Олег, теперь я старший брат. Салли — это моя младшая сестра. Мама, наверное, вынесет ее из комнаты во время ужина. Она очень маленькая и милая. Миленькая. Мама Кэлла. Кэл, тут девушка, хочет тебя видеть. А, кто бы это мог быть? Обри, что ли? Ну-ка. Кровать Кэлла, на ней всегда царит беспорядок. Учебный стол Кэлла выглядит крайне непродуктивно. Какой же он хрюшка, а? Игровая приставка Кэлла выглядит затасканной. Единственная награда Кэлла. Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов. Награда за участие. Баскетбольный мяч. Учебный стол Хиро. Очень чистый, даже крошек от ластика нигде нет. Государственный конкурс дебатов. Награда за развитие. Кровать Хиро. Заправлена идеально. Прямо как Хиро. Хиро Краш. Будильник для ответственных людей. Звонит на 5 минут раньше. Ничего сегодня тут наград дохренища. Государственная олимпиада по математике — 1 место. Государственный орфографический конкурс — 1 место. Региональный конкурс юных кулинаров — 1 место. Ежегодный чемпионат по поеданию хот-догов — 1 место. Понятно. Так, кто там? А, это мама. Ой, Безила, что ли? Безила, то есть. Привет, Кэл, привет, Олег. Простите за беспокойство. Я просто хотела спросить, вы не знаете, где Безил? Я подумала, что он может быть с вами. Безил? А он был на площади же. Мы видели его в парке. Ой, то есть в парке. Но это было давно. Если встретитесь, можете сказать ему идти домой. Я за него волнуюсь. Конечно, Поле. Постараемся его не проглядеть. Спасибо, я знала, что могу на вас положиться. Безил сегодня пропал? У меня плохое предчувствие. Особенно из-за Обри и ее шайки на самокатах.
Наверное, стоит сходить поискать его, пока не стемнело. Мам, можно мы поищем Базила? Ну, пожалуйста. Ну, эта девушка выглядела ужасно обеспокоенной. Ох, ладно, только вернитесь к ужину. Ой. И это что такое? А, игрушка. Плюшевая зверушка. Похожа на игрушку Гектора. Стильная сумка. Заглянуть внутрь. Чего потерял в маминой сумке, Олег? Ты нашел перцовый баллончик. Взять его? Ничего себе, у мамы была перцовка. В случае чего может пригодиться. Неплохо придумал, Олег. Цветы в горшочках. Ой, блин. Угу. Ну все, хватит. А, он просто так поет. Понятно. Так. Набор конструктора. Скорее всего, достался по наследству от Кэлла или Хира. И семейное фото с Кэллом и Хира. Образцовая семья. Какие смешные. Чё, тетя маленькая такая. Стационарный телефон. Я хочу в ванну зайти посмотреть. Зеркало. Ничего интересного. Ну ладно, а тут? Угу. Ладно, все, пойдем. Так. Парк, да? Ой. Он был здесь, что-то его тут нет. А вот он тут был. Блин, где же Базил? Я его нигде не вижу. Кто-нибудь, помогите. Олег, слышал? Это, кажется, Базил. Помогите, пожалуйста. Откуда доносится голос? Секундочку, я знаю откуда. Голос Базила доносится из нашего старого секретного места. Проход должен быть где-то тут. Ой, блин. Ой, ёшки. Помогите кто-нибудь. Чего ты разорался, Базил, устроил тут сцену? Это наше тайное место для тусовок. Тебе сюда нельзя, мы тебя не приглашали. Черт, Базил, тише. Что если кто-нибудь из-за тебя найдет это место? Да никто не собирается тебя бить, мы просто хотим, чтобы ты ушел отсюда. Чего опять устроили, блин? Эй, хватит! Что вы делаете с Базилом? Что за... Это снова Кэлл и Олег. Почему вы всегда влезаете? Как бы вы вообще нашли это место? Давай, Обри, нам нужно отбить территорию. Обри? Убирайся, Кэлл, вам тут не рады. Это наше место. Ах, теперь это ваше место. Ну а раньше это было наше секретное место. Не так ли, Обри? Следи за языком, а не то мы тебе покажем. Ладно, раз уж это неизбежно, хотя бы прекратите обижать Базила. Мы с ним вообще ничего не делали, он просто начал кричать без причины. Ага, конечно, не делали. С чего бы мне вам верить?
Мы правду говорим, хватит быть таким самоуверенным придурком. Давайте, ребят, сделаем так, чтобы эти двое больше к нам не лезли. Мне нравится. Я вас прикрою, великий Маверик. О, нет. Ну все, Кэл. Раз ты и Олег хотите драки со мной и ребятами, получайте. Что ж, ребят, пора преподать им урок. Ой, блин. Целая толпа. А, они как один, что ли, считаются? А, мои глаза, мастер, я ничего не вижу. Уф, эх, что это за жульничество? Ау, как больно. Что это, черт возьми, такое? Перцовый баллончик? Серьезно? Ах, вы просто худшие. Имба. Нет, невозможно. Как мы могли проиграть, когда их всего двое? Бред какой-то. Эх, я хочу домой. Идем отсюда. Да, точно. Ну и валите. Идешь, Обри? А? Ладно, тогда увидимся позже. Че, у нас сейчас очень злой будет? Обри? Ау! Почему? Почему вы постоянно возвращаетесь? Я просто хочу, чтобы вы от меня отстали. Олег, почему? Почему ты вернулся? Мы просто хотим, чтобы ты прекратила лезть к Базилу. Что он тебе сделал? Вы же были друзьями. Мы все были. Вы думаете, что я плохая? Но и вы тоже хороши. Где вы были, когда Мария умерла? Где вы все были? О, нет. А ты? Ты хуже всех, Базил. Так, сейчас, минуточку. Разгораются какие-то страсти. Как ты смеешь появляться у меня на глазах после того, что сделал? Обри, я... Не подходи ко мне! Черт. Дура, что ли? Что за хрень, Обри, что ты творишь? Ты зашла слишком далеко. Подожди, стой, я не хотел... Ой, Олег, не волнуйся об Обри, я ее займу. Просто помоги Базилу. Мы сейчас... Ой. Ай, мы так избавимся от страха воды, типа. О, боже мой. От окна исходит зловещий красный свет. Ты чувствуешь к нему странное влечение. Здравствуйте. Здравствуйте.
Давай, давай. Иди, иди. О, хо. Я тебя зарежу. Ай, блин, опять. Что-то тянет тебя вниз. Олег успокаивается, что-то слушает. Ой. Олег фокусируется. Что-то слушает. Успокой свое сердцебиение, не бойся. Это не так страшно, как ты думаешь. Ты должен двигаться вперед. Не сдавайся, даже если это кажется невозможным. Ты слушаешь голос и вспоминаешь, как устоять. Олег пытается устоять. Все. Sister. Блин. А вот подарочек для Хиры. Придурочные обри, блин. Похоже, дыхание у Базила ровное. Но нужно отнести его в тепло и быстро. Да, у него был тяжелый день. Давай отнесем его домой как можно скорее. Стойте! Куда это вы собрались? Хватит уже. Тебе не кажется, что ты достаточно наломала дров? Пошли, ребята, нам нужно идти. Иди в жопу. Детали от пазла. Базил дышит ровно, но нам стоит отнести его домой как можно скорее. Ладно. Ой. Китя. Базил, блин. Так, где он? Он же жил вот здесь. Базил, что случилось? Он в порядке? Дышит ровно. Ему нужно переодеться и лечь в теплую кровать. Хорошо, об этом я позабочусь. Быстрее заходите. Поможете донести его до комнаты? Конечно. Фух, это было жутко. Надеюсь, Базил скоро очнется.
Ой, чуть не загрузилась, блин. Привет, Кэл. Привет, Олег. Базил, кажется, будет в порядке. Мама упомянула, что Базил пропал, и вы вдвоем пошли его искать. Когда я пробегал мимо парка, я услышал какой-то шум из нашего старого тайного места. Кажется, я пришел как раз вовремя. Что же там произошло? Обри столкнула Базила в озеро. Чего? Так это была Обри? Не может быть, она бы не толкнула Базила. Уверен, тут какое-то недоразумение. Она не такая, как раньше, Хира. Она стала хуже с твоего отъезда. Обри, что случилось, пока меня не было? Может, мне не стоило уезжать? Это не твоя вина. Было бы гораздо хуже, если бы ты не пришел. Ты сделал все, что мог. Давай, пойдем домой. Бебск. Ладно, пойдем домой. Знаешь, Олег, ты был довольно крут. Прям вот так прыгнул в озеро за Базилом. Хоть в итоге вас всех спас Хира, я думаю, ты тоже заслуживаешь уважения. Дашь 5? Все, домой. Ой, не туда. Воу. Великий Мэверик, я ощущаю некое зло, исходящее из дома моего. Может, я преувеличиваю, но нельзя быть слишком осторожным. Чего? Какое зло? Что такое? Священная книга. А, это эти фанатики, что ли? Столько хлеба. О, Господи. Ну, сколько париков. Стол с коллекцией париков. Желтый куда-то пропал. Грязная неубранная кровать. Ты бы оценил ее на 3 из 10. О, Дева Мария. Столько крестов, икон, и почему-то зло исходит. Столько якобы защиты. Зеркало. Ух ты, весы. Ты не помнишь, когда последний раз такими пользовался? Это что, картонка, что ли? Что это? Это что, японские иероглифы, что ли? What? Чё, почему все в вопросиках? Чё произошло, блин? Смотри. Чё такое, блин? Почему у меня все в вопросиках? Что за бред, блин? Это что, вирус, что ли? А, нет. Зеркало. А тут нормально. What the fuck вообще? А, во, смотри-ка ты.
Может, это специально так надо было? Аригато газаймас. Чё это? Мы чё, играем в этот? Чё к чему? Вот. И чё? Чего? Мы не можем выйти? Блин, во что мы ввязались, а? Фотографии незнакомого человека. Я не могу на это забить, я не могу выйти. What the fuck? Может, это этот? Ловушка для этих? Для пиратов всяких. Это издевательство. Опа. Ага. Куда он побежал, интересно? Опа. А, там глазки же были. Может, эти, которые переводили, они, наверное, не заметили этот? Или чё? Или это так специально так задумано? Очень интересно. Как я буду чувствовать себя, когда приеду в Японию? И чё это было? Все? Как будто нам что-то дали. Ах, я так посмотрю, вы одолели великое зло. Чего вам это стоило? Я все еще вижу боль в ваших глазах. Эх, мои брат и сестра просто невыносимы, не так ли? Да как и все остальные тут. Да уж. Твои брат и сестра не умеют разговаривать. Хочешь поиграть с Гектором?
Понятненько. Тю-тю-тю. Кэл, Кира, где вы пропадали? Уже очень поздно, я так волновалась. Прости, мам, мы задержались, но зато мы нашли Базила, и он в порядке. К вашему сведению, я всю неделю готовила куриное жаркое для этого ужина. И, хнык, оно остыло. Ох, мам, не плачь, пожалуйста. Не волнуйся, мам, для таких случаев и нужна микроволновка. О, мой бедный ужин. Тише, тише, дорогая, не горюй. Сегодня особенный день, не нужно грустить. Смотри, Хиро вернулся из колледжа. Рад снова тебя видеть, чемпион. Спасибо, пап. Всхлип. Ах, твой отец прав, не время разводить сопли. Хорошо, что ты вернулся, Хиро. Мы все так по тебе скучали. Ва-ха! О, кажется, Салли проснулась. Я сейчас ее принесу. Давайте, парни, вы, наверное, голодные. Идите, займитесь ужином. Круто, идем греть еду. Вэйл. На кухню надо. Во всей кухне разбросана всякая утварь. Куча рассортированной еды, разложенной в фольгу, упакованной пленкой и пластиковые контейнеры. Ты не можешь определить, где что. Ладно. Сначала надо было взять. Теперь, когда все улеглось, мы наконец-то можем передохнуть. Рад снова тебя видеть, Олег. Серьезно, столько времени прошло. И тебя тоже рад видеть, Кэл. Так вот, Олег, мама говорила, что ты скоро переезжаешь, звучит захватывающе. Ага, это правда, завтра он последний день с нами. Переезд, может, и кажется чем-то странным, но это не так, стоит только привыкнуть. Думаю, ты пожалеешь о переезде, Олег. Ты многому учишься, переезжая на новое место, и иногда полезно начать все с чистого листа. Немного грустно тебя провожать, но все будет хорошо, пока мы будем на связи. Эх, нам с тобой и вправду есть что вспомнить. Иногда я скучаю по тем временам, как мы бездельничали, ели, пили сок. Да, мы все делали вместе. Ходили в парк, на озеро, на пляж. Но, если честно, больше всего мне нравилось зависать у тебя, Олег. У вас было все. Большой телек, самые новые игрушки, рояль и, конечно, наш собственный домик на дереве. Ага, домик был классным. Интересно, он еще на месте? Он там, Олег? Похоже, еда готова. Давайте поедим в гостиной. Так и договорим. Он взял, да? Чё? Смотри, Хиро, все как ты любишь. Немного печенья, шоколадная крошка, печенье с шоколадной окрошкой и старый добрый геройский сэндвич. Ой, как мило. Прямо как в прошлом году. А что, мы не взяли, что ли? Не понял. А чего не ставится? Я предложил твоей маме помощь с ужином на сегодня, но ты знаешь, как она себя ведет на кухне. Не забудь сказать ей, какая вкусная еда получилась. Господи, мы не можем поставить курицу. А чего не ставит-то, блин? Нам выйти надо, что ли? Кстати, Хиро,
Базил вчера дал Олегу свой фотоальбом. Хочешь его полистать? У вас с собой фотоальбом Базила? Конечно, давайте посмотрим его за ужином. Так, что нового? Вроде все старое. Это мы вроде уже все видели. Эх, прощай, лето. Увидимся в следующем году. Мы же уже все видели. Зачем по миллиону раз смотреть? Ты закончила рассматривать фотоальбом? Нам что, надо еще раз посмотреть, что ли? Так, ну это мы видели. Типичный Кэл, так много колпаков. Мы это не видели, что ли? Ау. Так, мое первое фото — это младший друг Олег. Пробует играть на новой скрипке. Он снова начал заниматься, чтобы играть на концертах вместе со своей сестрой Марией. Это так здорово. Это было. Все же было уже. Да, мы это все читали. Все читали. Странно. Я думала, что-то страшное будет. Жаль, что часть снимков пропала. Обри украла альбом у Базила, но мы его не вернули. Может, остальные фото у нее? Эй, Хира, что с тобой? Ты в порядке? Да, просто, ни на одном из этих снимков нет Мари. Ого, ты прав, ее нет. Эх. Даже так этот альбом приносит хорошие воспоминания. А что с ней случилось? Это ее Базил, что ли? Того. Эх, даже так этот альбом приносит хорошие воспоминания. Мир был проще, когда мы были детьми. Ха-ха. Олег, я хочу тебя кое о чем попросить. Можно мы последний раз навестим твой дом? О, хорошая идея, но сначала придется уговорить маму. Она, наверное, разозлится на то, что мы не проводим с ней время. Но ты ее знаешь. Вау! Чё такая маленькая? 2D-шная ляля. Ой, 1D-шная или скольки там, 8-битная. Фух, ну и наделала она делов. Салли немного заморала пеленки, но теперь все чисто. Фу, ау. Привет, Салли. Ку-ку. Лая. Хватит, Кэл, ты ее пугаешь. Так, слушай, мам, мы хотели спросить, раз Олег скоро уезжает, можно мы у него переночуем? Что? Ну ты же только вернулся. И уже так поздно, а с мамой посидеть? Я проведу с тобой все лето, а Олег послезавтра уедет. У нас будет много времени это наверстать. Думаю, ничего страшного не случится, если Хира, Кэл и Олег напоследок повеселятся. Эх, Олег, давненько же я тебя не видел. Столько времени прошло с того момента, когда они могли пообщаться. Тебе стоит им разрешить. Ой. Эх, ну ладно. Можете пойти повеселиться. Но тогда Хира моет со мной посуду всю следующую неделю. Хорошо, думаю, я справлюсь. Хорошо, можете идти. Идем, Салли, оставим твоих жестоких братьев в покое. Им же с нами нечего делать, да, Салли? Что за такое, мать такая? Ох, мам. О себе мать только думает.
Не переживай так сильно за свою маму, Хира. Она просто скучает по тебе, вот и все. Ей будет лучше после того, как она успокоится. Вам лучше идти по своим делам, ребят. Я позабочусь о том, чтобы она была в порядке. Он же реально будет с ней все лето. Эй, я, конечно, очень рад, что мы можем потусить, но мне неудобно обделять маму вниманием. Перед тем, как пойти к тебе домой, давай зайдем по Чини и купим ей цветов. Я знаю, она такое оценит. О, Хира, маменькин сынок, как всегда. Сейчас подзатыльник даст. А, нет, я думала, он... Чего он до сих пор стоит? Жизнь сейчас достаточно напряженная, но наблюдение за людьми помогает мне расставить все по полочкам. Наверное, мне стоит почаще приходить в этот парк. Пожалуй, иногда для успокоения стоит отвлечься от суеты. Старый мужчина в очках. Я кое-что жду, но этот кое-кто задерживается. Не говорите мне, что меня обманули. Упс, пока я не забыл. Олег, вот тебе деньги на цветы для мамы. Не думал же ты, что я заставлю тебя за них платить, а? $10 дали. Что-то слишком много Хира дал денег. Маме очень понравятся эти цветы. Пойдем отнесем их ко мне домой, Олег. Купи 2 букета. Ой. Все. Купили. Кажется, уже темнеет. Наверное, сразу после этого стоит отправиться к тебе домой. Устраивает такой план? А если нет? И. Эй, мам, я принес тебе цветы. Ох, это мне. Какие красивые. Спасибо. А, Хира, ты такой обольститель, весь своего старика. Простите за излишнюю строгость. Я знаю, что Олег скоро уезжает. Постарайтесь продолжать общаться. С возрастом становится все труднее заводить друзей. Мама, не навевай тоску. Все будет хорошо. Да, я знаю. Береги себя, Олег. Помни, что здесь у тебя всегда будешь дом. Спасибо. Я буду все время чихать, так что можно уже не говорить. Ой-ё. А этот придурок там стоит? А уже нет. Ого, я только сейчас понял.
Почему-то мне стало страшно. Мы так давно не были у тебя дома, хоть и живем буквально по соседству. Быстро же время летит, а? Ага, быстро. Пошли. Это прям буквально было... Они когда заходили в дом, было 4:59, и когда вышли, стало 17:00. Пошли, ты первый, Олег. Ну, обычно так зимой, по сути. Просто типа это... Что жутковато. Вау, здесь так пусто, Олег. Твой дом кажется куда больше, когда в нем ничего нет. Тут раньше был диван, за которым мы смотрели телек. Мы каждые выходные по утрам собирались и смотрели мультики. Ага, а тут мое пятно от апельсина Джо. Мари так на меня сердилась. Ну, неудивительно, ее кот в него вступил и разнес грязь по всему дому. Хе-хе, разве? О, блин, похоже, к домику идти уже поздновато. Ничего страшного, может, займемся этим завтра? Погоди, у меня есть идея. А что, если мы останемся на ночь? Это же наш последний раз в этом доме, так? Так они же и так на ночь шли. Когда еще мы и Олег сможем так потусить? Хотелось бы, но маме это не понравится. Да все с ним будет в порядке. Мне надоело просыпаться, ну, по ночам от плача Сали. А ты будешь мыть посуду с мамой целую неделю, так? Ты заслуживаешь отдыха. Ну, да, это так, все будет нормально. Мы же соседи, всего минута ходьбы. А почему так жутко, мать твою? Ой, извиняюсь. Даже ни музыки, ничего вообще. Эта тишина меня убивает. О, я помню этот коридор. Кладовка налево, а комната с роялем направо. Интересно, рояль еще там? Схожу посмотрю. Не судите меня строго, я давно не тренировался. Выпендрежник. Ага, я, кажется, все еще неплох. Кстати, Олег, мне это напомнило, ты еще играешь на скрипке? А, ее здесь нет. Видимо, ты ее уже упаковал. Вы с Марией играли одну песню. Она до сих пор иногда всплывает в моей голове, но я не помню, как она называется. Вы вдвоем играли ее снова и снова. А почему этот Олег не разговаривает? Из-за того, что его сестра умерла? Типа он потерял этот, да? Даже у нас дома иногда было слышно. Кажется, она называлась... Называлась. Я рад, что кто-то заботился о рояле Мари. На нем почти нет пыли. Ах, блин, мне внезапно так захотелось спать. Может, пора уже укладываться? Звучит заманчиво, мне все равно рано вставать на пробежку. Так, где нам устроиться, Олег? Может, у тебя в комнате? Раньше ты очень не любил спать один. Ура, звучит весело. Если что, мы можем спать на полу. Идем найдем нам одеял. Стой, Кэл, подожди меня. Читай марку пианино. Ой, а он уже туда не может зайти. А что там было?
Ай, бля, капец. Эй, Олег, мы построили кровать в форт. Надеюсь, ты не против? Это была идея Кэлла, я к этому не причастен. Кстати, Хира, я и Олег приготовили тебе подарок. Кэл дал Хира подарок для Хира. Это книга рецептов папа Чипа, у нас из печи одни калачи. Помнишь такие? Конечно, помню. Блин, я же раньше хотела быть поваром. Теперь это кажется таким глупым. Слушай, у тебя же хорошо получалось. И ты все еще можешь быть поваром, Хира. А, да ну, у меня больше нет на это времени. Но тебе же нравится готовить, разве нет? А людям же надо что-то кушать. Так, почему нет? Ха-ха, не думаю, что это так работает, Кэл. Спит, что ли? Заснул. Он так быстро уснул, как всегда. Спасибо, что пустил нас переночевать, Олег. Готов поспорить, не просто жить в пустом доме, особенно без Мари. Мне жаль, что я не мог проводить с тобой больше времени. Все теперь кажется другим. Но ты, похоже, остался практически прежним. Если честно, это даже немного успокаивает, ха-ха. А где мама-то, блин? Эх, я так рад снова тебя видеть. Вот бы Обри и Базил тоже здесь были. Так, прости, я заговорился. Уже поздно, я тоже скоро лягу. Спокойной ночи, Олег, поговорим утром. Жесть просто. Так, ну вроде ничего такого подозрительного нет. Ой, мамочки. Все, мы сейчас обратно в тот мир вернемся. И типа это пойдем под воду. Вот это капец, конечно. У человека депрессия. М? А где все? М?
Густой туман накрывает собой весь лес. Так, а где... А, она. Там... Вроде бы там было, да? Да, слышу. Нам надо сюда. Амори, ты здесь. Я так рада, что ты меня нашел. Кэл, Обри, Хира и остальные дети пропали. Весь лес накрыл густой туман. Весь, кроме этого места. Может быть, наши друзья где-то по ту сторону воды? Давай поищем их вместе. Хочешь пойти со мной? Спасибо, братик. Я знала, что могу на тебя положиться. Я составлю тебе компанию, чтобы ты не был один. Я знаю, как ты не любишь одиночество. На площадку? Не бойся, Амори, пока я с тобой, ничто не сможет тебе навредить. А я не могу на площадку пойти. Все, мы под воду идем. Успокой свое сердцебиение. Не бойся, это не так страшно, как кажется. Ты больше не боишься утонуть. Уиу. Здесь ничего нет. Где? А, просто заставка. Надо было пойти, ну. Да я думала сразу, типа, уже идти к этому. Чё медлить? Ух ты, берег. Что-то мы нашли. Маяк. Ой. Ну-ка, давай-ка тут осмотримся. Что тут у нас? Грязный шкаф, внутри пусто. О, господи, картина страшная такая. Ёлки-палки. Бедное фото. Оно разваливается на глазах. Это Обри, Амори и мама, папа, да? Обри, блин. Как там ее, Мари? Старый камин, внутри все черным-черно. Ясно. Разбитые горшки. Здесь нет света. Бинокль, хочешь оценить вид? Сейчас страшное оружие будет, да? А чё я ничего не вижу такого? Ничего нету. Хм. Хотя бы хоть страшную рожу показали бы. Ладно, ничего нету тут.
И что? М. Поднялись куда-то. Амори, я так тобой горжусь. Ты столько проплыл, несмотря на то, что всегда очень боялся воды. Но у тебя есть еще один страх, не так ли? Что-то, что преодолеть куда сложнее. Какой страх? О, ребята. Ничего нету. М. Бегать не можем. Куда мы вообще идем? Тут есть... О, что происходит вообще? Амори, похоже, ты забыл кое-что важное. Тебя это устраивает? Я так не думаю. Ты уже однажды видел эти занавески, когда мы в последний раз были на озере. Как бы то ни было, мне пора. Знаю, мне не стоило сюда приходить, но просто сидеть на месте, пока остальные развлекаются, довольно одиноко. Уже не мне это говорить, но надеюсь, ты все еще здесь, Олег. Я очень по тебе скучаю. Она сказала имя. Отпусти, наконец, свою сестру. Блин, я думала, это этот Амори начал разговаривать. Пока, младший братик. Сестра, не пугай больше в отражении, пожалуйста, своего брата. Что произошло? Опа. Задержали дыхание? О. Да, нам буква М нужна, да. Тут дыра, да. Ну, это было не так страшно. Чего ждешь чего-то?
My garable. Это что такое? Платигатор. Эта дорога только для совместных поездок. Приходи с друзьями, если найдутся. О, ничего себе. Эй, парень, хочешь отправиться в место, где клёво? Тебе стоит отправиться в последний шанс. Нынче это самое стильное и популярное место. Я могу подбросить тебя туда, парень. Оно крайне трендовое. Давай, не стесняйся, я не кусаюсь. Особо. Ну-ка, подожди-ка сначала осмотримся. Ой, это что? Бродячая корова. Хожу, брожу, хожу, брожу. Вы нашли один гребешок. Ой. Гребешок. Бесконечное шоссе. Бесконечное шоссе. Бесконечное. Понятно. Эй, парень, тебя подвезти обратно до глубокого колодца? Я буду ездить сколько тебе угодно. Это для меня пустяки, мне за это платят хе. Ну-ка, давай сюда. Ой, что такое? Немного потряхивало на дороге, но ведь было не так уж и плохо. Возвращайся в любое время, парень. О, Кэл. Привет, Амори, нашелся? Где ты пропадал, дружище? Пока тебя не было, всех обманом заставили подписать контракты. И у нас всех теперь есть работа. Всхлип. Мы растем так быстро. Моя задача показывать людям дорогу в последний шанс. Я там работаю. Последний шанс. Вот и он. Ну, должен признаться, трудоустройство это не так круто, как мне казалось. Так почему бы нам не уговорить всех уволиться и уйти отсюда? Хира часто в разъездах по работе. Но я точно знаю, что Обри работает на 5-м этаже последнего шанса. Ее нужно найти первой. Интересно. Что такое? Эй, ты! Да, тот, что с безразличным взглядом. Вы выглядите так, словно хотите немного свежего молока прямо с ферм морских коров. Свежее молоко. О, ничего себе, сколько у нас денег. Определенно освежит вас всего за 500 гребешков. Ну, давайте. Оно наисвежайшее. Наисвежайшее. А, понятно. А чё у нас так денег много? Откуда это у нас? Опа. Эй, Мари, смотри, кто наконец появился. Может, тебя уже отпустили. А море, как же я рада снова тебя видеть. А чё она снова вернулась? Что такое, Амори? Ты не рад встрече со старшей сестренкой? Ай-ай-ай. Да, Амори всегда такой. Нельзя винить его за то, как он выглядит. В общем, как я и говорил, работа кормит, но не очень хорошо развлекает. Так что мы с Амори пойдем найдем Обри и Хира. А потом...
Мы найдем Базила? О, точно, так и сделаем. Хе-хе, всегда рада помочь. Дайте знать, если что-то еще понадобится, ладно? Да не волнуйся ты, Мари. Босс во мне души не чает, глазом и моргнуть не успеешь, как мы выйдем из последнего шанса. Хорошо, как скажешь, Кэл. Идем, Амори, жду не дождусь вашей с боссом встречи. Он такой крутой. А мы здесь тоже будем драться, да? Крокодиллер. Да, сэр, да, сэр, да, сэр. Принято, вас понял. Да блин. Злаковый сок не для детей. Ага, черт, это отличная шутка. Какая же офигенная шутка. Рамен и... Два босса. Шарлин, эй, не брызгайтесь в бассейне, ладно? Ты уверен, что в этом бассейне есть призраки? Хочешь нырнуть? Призраки? Вечеринка призраков. О, четыре клавиши осталось. Тут дыра. Видеокассета с пометкой море. Хочешь поднять? Что такое? Ты к чему? Вечеринка призраков. У-у-у. Боже мой, как же вовремя, привидение с цилиндром. Похоже, я оказался в весьма затруднительном положении. Я разослал письма нескольким своим знакомым с просьбой посетить мой первоклассный пир, но на данный момент никто из приглашенных так и не появился, ни один. Это абсурд. Привидение меньшего класса было бы в ярости, но мое тонкое чутье подсказывает мне, что они могли просто-напросто потеряться по пути сюда. Видите ли, когда я разослал свои приглашения, я забыл объяснить, как добраться до места встречи. Будучи настоящим джентльменом и хозяином торжества, я отказываюсь начинать вечеринку, пока не придут все мои гости. Будете ли вы так любезны помочь моим гостям найти путь сюда? Спасибо вам, добрый господин. Вот карта с указанием, как добраться до моей вечеринки с моей личной печатью одобрения цилиндром. Вы получили 6 жутких карт. Пожалуйста, доставьте эти карты каждому из моих гостей. Тогда они уж точно смогут найти дорогу сюда.
Я Джеш. Обалдеть, многих талантов и мастер на все руки. А, обладатель обалдеть. Что купить? Обалдеть. Конфетти, квадратики и цветной бумаги накладывают счастье на всех друзей. О, можно это купить. Грустные слова, сложные вместе, накладывают грусть на друга. Угу. Накладывают счастье на друга или друга. Угу. Так, ну все. Что-то больше же ничего нет. Так. Осталась буква W, T, S и P. 4 буквы осталось найти. Тебе и позже придется на дорогу тратить. Денег много не трать. В животе кита. Где-то, вот в большой пузырчатой емкости, в живой оболочке, в туалете. У нас еще осталась, да, какая-то карта? Ах, как же хорошо наконец-то отдохнуть. Вы тоже из города? Выглядите как городские детишки. Хорошая еда, но ужасная канализация, да? Эй, ребята, вы здесь отдыхаете или работаете? Со всей этой стройкой они могли бы раскошелиться на рабочие униформы. Нетовается. Так. Все. Идем. Последний шанс. Там... Ой! Крокодилер опять ушел с поста, теперь у тебя проблемы. Я почему-то думала, они и так себе безобидные. Так, ладно. Эти ребята с площадки. Надеемся, что вы наслаждаетесь пребыванием в последнем шансе. Сообщите, если вам понадобится помощь. Нам эта буква не нужна вроде, ну ладно, пускай. Ой, господи. Он сюда не попадает.
У моих сестер есть кафешка к востоку отсюда. Вам стоит заценить, еда у них вкуснейшая. Так, ладно, подеремся, наберемся опыта. Надеюсь, нас не убьют. Кэл просадил. О, нет. Ах ты, Кэл. Мимо, ха-ха. Нос идет. Эй, ты. Да, тот, что с безразличным взглядом. А, опять что ли? Так, могу ли я вас заинтересовать? Опять то же самое, оказывается. Так. Тут опять эта ляля бегает. Извините, я не могу подать фруктовый сок несовершеннолетним. Я скучаю по своим сестрицам горчичной... Что сегодня с языком, блин? В горчичной субмарине. Не могу читать. А, он и так злой, что ли? О, выиграл, Только попробуй умереть. Да ёшкин ты кор. Так, надо поесть. Вафля. Давайте вафлю съедим. О, выиграли. Теперь еще давай этот помри, блин. Кушай. О, нет. Кэл, хватит играть, блин. Сейчас будет третий. Заколебал играть. Это что, твои деньги, что ли?
О, молодец. Молодец. М. Амори, может, сейчас и не самый подходящий момент, но мне очень-очень нужно в туалет. Как я всегда говорю, если нужно отойти, то нужно отойти. А, и мы, походу, в этом туалете найдем, да? Найдем. Как его клавишу. Так. А где туалет? Ой. Ну ладно, зато деньги и опыт получаем. Все. Все, хватит, пожалуйста. Цезарь, это место восхитительно, я отлично провожу время. Так, это прямо... Вау, заплатить за VIP-клиентство здесь было моим лучшим решением. Я только что вернулся с эксклюзивного шведского стола, и я даже слышал, что там будет сбор средств на тофу. Записывайте меня. Это что такое? Пароль. Нет пароля, нет входа. Кстати, в прошлый раз во внеземелье или где-то там тоже такая фигня была. Я так и не узнала пароль. А где туалет? Так, вот опять этот крокодайл. А, вот он. А, вот и буква. Подожди, Амори, это займет буквально минутку. Ах, гораздо лучше. Ты заметил, что Кэл не помыл руки. Три правила еще осталось. Тут дыра, зайти в дыру, да. Теперь я уже не забываю заходить. Ой. Красиво. Ты заставил Кэла помыть руки. Тут был улитик. Так, ну все. Это хорошо, что ему надо было в туалет. Опа. Разве это не клевый лифт? Пахнет духами и дымом. О, привет, Мари. Привет вам обоим. Посмотрим. Если я правильно понял, Обри на 5-м этаже. Почему он не работает? Ах, да, я совсем забыл. Нам для этого нужна крутая карточка. Они забрали мою, потому что я постоянно их теряю. Клянусь, они сами исчезают. Давай попробуем поискать на других этажах. Где-то здесь должна быть крутая карточка. Где?
Дем-дем-дем. Вы с друзьями чувствуете себя как новые. Так, надо сохраниться. А здесь то же самое? А, тут то же самое. Очень дорогое и сомнительное произведение искусства. Так. Там же ничего такого больше не было, да? О, что делать на корабле в суровый шторм? Закачаться. Потрясающе. Ты записал этот каламбур в свою книгу шуток? На этаже другие. Ничего себе он какой этот. А, тут так можно было, что ли? Ой. Ой, блин. Я думала, нельзя, то он сказал что-то. Подвал. Я Бэмпо и не мог бы быть никем, кроме себя. Б1. Ух ты. Пицца. И что здесь интересного? Вы нашли поэму. Ух ты. А, вот арбузик. Груша для битья. Счета, счета, счета. Сотрудник месяца, вау. Ой, это у нас есть. Вы нашли рыбное тако. Все. В принципе. Ой. Хотя мы вроде были на первом, да? Чисто, чисто. И чисто, и чисто. Босс сказал мне нарисовать, что хочется, так что я рисую цветы. Йоген, я чемпион в камень, ножницы, бумага. Если победишь меня, я отдам тебе все свои сбережения. Раз, два и... Ха, я выиграл. Превосходство чемпиона неоспоримо. Кукла с пустым лицом. Не похоже, что есть здесь место. Хотите ее выбросить? О, бедная. Кукла без лица изучает вашу внешность. Реклама. Хватит есть... Хватит, есть лучший способ наконец-то безопасное и эффективное решение. Больше не нужно с удобным футляром в наборе и никакого труда. Наберите номер прямо сейчас и...
Чё это? Ой, вы получили крутую ключ-карту. О, класс, мы нашли крутую ключ-карту. Теперь мы сможем подняться на лифте на 5-й этаж и найти там Обри. Но есть же еще этажи. Наш босс пытался найти мне применение, но когда понял, что я ничего не умею, сказал мне быть оценщиком кроватей. Ага, эта кровать очень приятная. Можно я тоже буду таким оценщиком? Липкий телефон. Натуральный продукт. Используйте по назначению. Гляньте на снимки до и после. Я горжусь своими кубиками. Хватит использовать нерабочие альтернативы. Люблю свою новую жизнь. Так. Все по порядку осмотрим. Эх, здешние посетители не знают, как навести беспорядок. Иметь работу довольно трудно. Надеюсь, Ноус справляется без меня. Где кто? Барбракоа. Чего? Ох, мои сыновья такие трудолюбивые. Вам лучше не доставлять им проблем. А то я отправлю вас на самые небеса. Ой, господи. Напугала. Джентльмен. Это же отсылка к рекламе этот. В Америке вроде или где показывали такую рекламу. Эй, ребятки, я джентльмен. Я продаю жизни джем. Он правда работает. Не хотите купить жизни джема всего за... нет. Ага, все хорошо, вам позже понадобится. А у нас есть он? А, 4 штуки аж. Не, нормально. В принципе, и хватает. Алло, кто это? Извините, вы не туда попали. Ух ты. Если честно, меня все устраивает. Совсем неплохо для бесплатного места. Даже если детский бассейн одержим. Мы решили провести здесь наш медовый месяц, потому что они предлагали бесплатный номер и роскошный курорт. Роскошный, значит. Это место дешевле кучки грязи. Даже видно, как краска со стен слезает. Овечка и волк. Вы получили... Это... Что там было по телефону, интересно? Ну-ка. Ноус идет. А что за... Что за ноус? Ноус. Шум, что ли? Ой. Ой. Не обращайте на меня внимания. Я просто заблудшие летающие усы, идущие по своим делам. Вы дали жуткую карту привидения с усами. Воу, подождите-ка секундочку, что это тут у нас? Указание, как попасть на вечеринку цилиндра? Ну что ж, мне лучше бежать. Вечеринка не начнется, пока я не прибуду. Хек. Рамен. Двел. О. Грустненький. Блин, рука чешется.
Страшно чешется. Ай-яй-яй, извиняюсь, что рука так чешется страшно. Болезненная правда? Что за болезненная правда? Так. Наносит урон врагу, а море и враг становятся грустными, стоит 10. Понятно. Ой, это что? Вен. Сначала босс назначил меня в департамент охраны, но там мне сказали, что я слишком мягкотелый. Я слышал, что Берри стал главой охраны. Говорят, она крепкий орешек. Кэл, кстати, будет самым полезным. Ой, нет. От них никак не убежишь. Он еще и счастливый, что ли? Ау. О, ясно. Тут бы пригодилась Обри. Короче, сюда, наверное, с Обри надо прийти потом, да? Так, там этот придурок внизу. Комбо блюдо какое-то. Так, ладно. Пойдем к Мари, покушаем. Проектирование, оно как пазлы, а я люблю пазлы. Привет, младший братик. Частенько видимся в последнее время, да? Ладно, давай, садись. Не похоже на тебя отказываться от пикника. И посмотри-ка сюда, признайся. Вид очень даже ничего такой. Геройский сэндвич. Я бы не отказалась. Впечатляющая статуя Хира. Вау. Ух, я только что закончил нашу дань уважения лучшему работнику десятилетия. Только посмотрите, делаю статую и все такое. Никогда не думал, что смогу, но босс всегда в меня верил. Разные скульптурские... Чё? Инструменты. Инструменты написано. Ай, ладно, потом сюда еще придем. Надеюсь, если можно будет прийти. Это чё?
Они тут ремонт делают. Так. Ой, чуть не этот. Акула бизнес. Так, кто это вот тут у нас? Хотите поговорить с боссом, да? Жаль вас огорчать, но я не могу просто пускать всех туда-сюда. О, блин, серьезно? Да ладно, Берли, мы столько времени друг друга знаем. Ты что, не можешь оказать нам маленькую крохотную услугу? Прости, Кэл, это приказ босса. Сегодня большой день, и он не хочет, чтобы ему мешали. Сегодня ночью готовится сбор средств на тофу. Но, Берли, это же я, твой старый друг Кэл. Нам с тобой есть что вспомнить. Мы через столько прошли. Эй, хватит, меня не просто так назначили главой охраны. Им нужен был кто-то жесткий, тот, кто способен принимать трудные решения, твердолобого. Типа, посмотрите на мой значок, блестящий. Ну же, Кэл, придумай что-нибудь по-быстрому. О, знаю. Эй, Берли, наш друг Амори хочет устроиться на работу. Знаешь же, что босс никогда не откажется от бесплатной рабочей силы. Бесплатной. Это так, но... Пожалуйста, Берли, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ох, ладно, в этот раз пущу. Но только принесите мне сначала воды в бутылке. Меня жажда мучит. Блин, у нас же была вроде, нет? Вода. Ой, какой, блин. Ой, что я делаю? У нас не было воды, что ли? Мы не покупали? Там же какой-то чувак был. Продавал воду в бутылке. Есть? Страшная карта. Ладно, сейчас. Еще не принес воды в бутылке, мы скоро здесь усохнем. Нет, там надо было у этого чувака там одного купить. Он же нам предлагал, а мы отказались. Он был, кажется, на первом этаже, этот чувак. Ой, блин, рука так чешется. Чё ж такое-то? Ой, нет. Так. Вот он стоит. Ну ладно. Не ударяй только. Е. О. Удачливый Кэл. О, нет. О, совсем мне тут осталось. Так. 400, охренеть. Что до хрена, конечно, за бутылку с водой.
тут бегать нельзя. Эй, ты принес мне воду в бутылке? Спасибо, за мной должок. Идем, парни, я слышала, что в комнате отдыха едят пиццу. Ура, бесплатная пицца. Ух, надеюсь, она без ананасов. Идите, идите. О. Но нам кушка не нужна. Что там у нас? Это что? Деньги написано. А чего этот тип заставляет всех ждать? Козё. Кем он себя возомнил? У некоторых тут, знаешь ли, вообще-то жизнь есть. Жизнь. Ой, Скуба. У меня пошла просрочка по платежам. Мистер Крутозуб оторвет мне голову. Ой, горе мне, ой, горе. Босс позвал меня на важную встречу, но он сейчас занят. Нектар. Не знаю, стоит его подождать или идти дальше работать. Он не жив. Тачдаун. Я слышал, у Кротозуба появился сильный телохранитель, но он ни за что не сравнится с тачдауном. Фред, я жду здесь, чтобы заняться важным делом, а после этого я займусь более важными делами. Шамбунь. Крутозубу и мне нам многое нужно обсудить. Да, много всего. Дьярлвал. Ох, черт, похоже, именно мне придется сказать Крутозубу, что очередной инвестор отказался. Это не моя вина, понятно? Но я никак не смогу сказать ему этого. Здравствуйте, оставайтесь на линии. Здравствуйте, оставайтесь на линии. Здравствуйте, оставайтесь на линии. Обри, мы пришли тебя освободить. Чего тебе, Кэл? Уходи, не видишь, что я занята? Приди в себя, Обри, ты сама на себя не похожа. Ты в курсе, что сегодня 3 человека отменили свои совещания? 3 человека. Я должна назначить им новое время, но я не знаю, куда их поставить. Везде эти бесполезные мероприятия. Не говоря уж о сегодняшнем сборе денег. И что самое худшее, это сбор денег на тофу. Кто в здравом уме отдаст свои гребешки на тофу? Я столько раз пыталась убедить босса, но он не слушает. Это кошмар какой-то. Хорошо, Обри, я хочу, чтобы ты подышала. Я дышу, Кэл. Дышу я. Дыши глубоко, Обри. Глубоко дыши. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ты не секретарь. Вдох, выдох. Базил пропал, и мы должны его найти. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. О боже, точно. Как я могла забыть? Мы должны найти Базила. О, Мори, это ты? Должно быть, ты пришел спасти меня. Хе-хе, я так рада. Эй, а как же я? А Мори, ты должен вызволить меня отсюда. Мы можем просто уйти, Обри. Выход прямо здесь. Все не так просто, Кэл. Мы подписали контракт, ты помнишь? Обри, Обри, где ты пропадаешь? Я уже 10 секунд пытаюсь до тебя дозвониться. Как идет изменение расписания? Простите, мистер Крутозуб, меня отвлекли. Здрасте, мистер Крутозуб. Чтоб тебя опять ты, Кэл. Я же послал тебя далеко-далеко отсюда. Разве я не говорил тебе не уходить с поста? Ну а я пришел весь путь обратно, чтобы лично сказать, что я увольняюсь. И забираю Обри с собой. Очень смешно. В мой офис, Кэл. Сейчас же. Я пошлю его к вам. Ты тоже, Обри. Чтоб тебя, Кэл, из-за тебя меня уволят. Знаю, разве не круто? Эх, ладно, идем. К офису мистера Крутозуба идет этот лифт. Мистер Крутозуб это именно наведет здесь шуму.
Я слышала, он из тех, кто никогда не морает свои руки. И я не виню его за это. Я бы сделал то же самое, если бы мог получить все, что угодно по щелчку пальцев. Мне нужны толстые пачки наличных. Такие смешные персонажи. Сотрудник месяца, вау. Походу Хиро там вообще, да? Ой, о. О, это будет босс, да? Ну, босс. А где сама Мари? Полка полная разных видов фруктового сока. Вы получили фруктовый сок. Ой. Эх. Часа уже, ничего себе. Свистит тут. Так долго едем мы. Прекрати! Денег не будет. А, все. Так. О, боже мой. Акула бизнеса. Да. Здрасте. Здрасте, мордасти. А, вы наконец-то здесь. Здрасте, мистер Крутозуб. Хорошо, дети, разъясню на пальцах. Контракт гласит следующее. Вы согласились работать на меня по-плохому или по-хорошему, без зарплаты до конца жизни. Что же, контракт — это обещание, а вы же не нарушаете обещание, не нарушите обещание, правда? Блин, он прав, нельзя нарушать обещания. Что нам делать, Обри? Мистер Крутозуб, мы и вправду дали вам обещание, но мы также пообещали друг другу, что вместе найдем нашего друга Базила. Да, это правда. Это значит, что вы должны нас отпустить. Я такое, пожалуй, уважаю. Короче, там его крокодилы будут защищать. Чтобы ему урон наносить, надо успевать убивать крокодилов. О, блин. Обещание есть обещание. Обри, ты можешь быть свободна, но ты должна забрать с собой Кэлла. Правда? Ух ты, спасибо, мистер Крутозуб, вы так добры. Круто, идем. Стоп, кажется, мы о чем-то забыли. А, точно, мы же... Можно мы заберем моего брата Хиро с нами? Эх, а ты забавный малый, Кэл. Уху-ху, кушу. Хочешь, чтобы я отдал вам Хиро? Смешно слышать, особенно от тебя. Хиро без плавулечений лучший работник из всех, кого я когда-либо нанимал. Одно его присутствие увеличивает нашу производительность на 700%. Только дурак отпустил бы такого работника, как он. В своей пижаме ходит. Здравствуйте, мистер Крутозуб. Я закончил организацию сбора средств на тофу, как вы и просили. Столики расставлены, комнаты украшены, туалеты вычищены, а еда на вкус, как по мне, поразительно. Еще и отполировал все окна, вымыл все полы, накормил ваших питомцев, расставил вашу коллекцию солнечных очков и сложил все ваше белье. А, и вот ваше кофе. Подумал, что вы бы этому обрадовались. Укушу. Видите, детишки, отличная работа, Хиро, просто потрясающе. Почти заставляет меня подумать о том, чтобы начать тебе платить. Правда? Было бы честью, сэр. О, привет, ребята, что вы тут делаете? Тоже ищешь работу о море?
Хира, что с тобой стало? Не говори мне, что ты забыл про Базила. Ох, блин, точно, нужно найти Базила. Как я мог забыть что-то настолько важное? Так что мы здесь забыли? Нужно немедленно уходить. Подожди-ка, Хира, не так быстро. У тебя еще остались невыполненные задания. Ты должен встретить всех вип-гостей на сегодняшнем сборе. Мистер Крутозуб, я глубоко извиняюсь, но при всем уважении к вам сбор средств на тофу может подождать. Ты задеваешь мои чувства, Хира. Ты же не забыла о нашем контракте? Ну, Забудь ты про контракты. Базил ждет нас, нам нужно идти, Хира. Не слушай ее, Хира, зачем? Ты же не подписывал с ней контракт. Я слушаю Обри не из-за контракта. Я слушаю ее из-за того, что она моя подруга. Простите, мистер Крутозуб, но мои друзья для меня важнее, чем жалкий клочок бумаги. Все, жопа. Жалкий клочок бумаги? Ты проявляешь неуважение, сынок. Я взял тебя, юнца, без опыта и превратил в идеального сотрудника. Без меня ты бы ничего не добился. О, нет. Наказание за нарушение контракта. Это смерть. Я научу вас уважать начальство. Ух, круто. Парни, не будете ли вы так любезны показать детишкам, где выход? Ох. Ой. Так, у нас было конфетти. На ком можно? На этом? Ой, зачем? Ну ладно. Блин. Блин. Сучка. А чё, он это будет бесконечно, что ли, они? Ой. Блин, надо было этого похилить. О, нет. Угу. Бедный Кэл. Опять?
Нет! Сволочь! Ай, блин. Всплеск энергии я не буду, наверное, использовать. А то этот-то все равно ничего не будет с этим. Так. Блин. Так, подожди-ка. Опа. О, нет, да блять. Сука. Мгм. Что вы заколебали? Они что, бесконечные, что ли, эти крокодилеры, блин? Так. У нас было что-нибудь. А, вот попкорн есть. Да сколько можно, блин? Что за херня? А, можно же теперь его бить? Чё я туплю-то? Можно, да, его теперь бить? Смотри. Чё я этих там бью постоянно? Так.
Или нет? Блять. О, чуть попали. Так, мистер Крудозуб, уберите этих детей с глаз моих долой, ясно? Крокодилер, выбивший их, получит пиццу. Эй, за мой счет. Погоди-ка. Так, так. А, ладно. В принципе, он один. Крокодилера, блин, своего. Ой. Так. Угу. Как так промахнулся он? Что значит у нас кончается штат? Это невозможно. Ой. Хлебалыш. Ну да, конечно. Еще есть у нас? Это больше.
Это будет долго. Так. Блин, нам надо этот оживить. Обри срочно. Короче, оживляем обри. Да ёлки-палки. Что делает, а? Заколебал. Так, надо, значит, пачку джема. Так. Атака. Блин, я уже боюсь эту контратаку делать. Блин, у этого сока нету. Короче, пофиг. Сколько у нее там? О, совсем чуть-чуть осталось. Совсем писька осталась. Джекс. Так, ладно. О нет, не умирай, только пожар. Пыж, пыж, пыж.
Наконец-то. Не позволяйте кучке детей одолеть вас. Зачем я вообще вас нанимал? Ура! 4000, 6000. И изучает избегать. Изучает увлечь. Яс. Достаточно. Разойдитесь, так мы ничего не добьемся. Что ж, должен признать, вы, детишки, довольно сильны, но теперь это вам не поможет. Хира не единственный идеальный сотрудник в моем штате. У меня есть еще один. Можешь войти, Плутон. О, ясно. Плутон, это же я, Кэл. Ты нас не узнаешь, мы же твои друзья. Прости, Кэл, ничего личного, это просто бизнес. Посмотрим, как вы справитесь с силой бывшей планеты Плутон. Покажи этим детишкам свою истинную мощь. Сию секунду, сэр. Простите, ребята, здесь ваш путь закончится. Нани? О, нет. О, нет. О, нет. О, нет, что делать? О, жесть. Узрите мою финальную форму. Вы чувствуете жар? И что делать? Расширенный, блин. Напрячься. Впечатляющий прогресс, Кэл. Твое напряжение значительно улучшилось. Или это он сам сказал? Что-то я не поняла, кто сказал. Жесть, капец. Просто капец какой-то. О, нет. О. А он может несколько раз все время это напрягаться?
Действие первого Хира. О, нет, мимо. У него есть домашний джим, оказывается. Ну ладно. Я что-то забыла про это. Так, может, сделаю лучше так, через этого. Хотя ладно, давай так сделаем. Ах, вижу, вы стали сильнее, но и я тоже. О, найс. Две только пачки осталось. Чё, блин? А, он же на всех действует точно. Ой. СКБ. Где там было? А вот там вот. О, блин, не хватает. Ладно, сейчас с помощью Хира оживим.
один, блин. Заколебал. Сколько уже? 3 часа уже. Надо было не тратить эту энергию. Вот такие, блин. Так, ладно. Ничего страшного. Одна атака. Ой. Чё? Капец вообще, блин. Блин. Ты чё, ёлки, иголки? Ладно, надо так сделать. Блин, ёлки-палки, а. Давайте только не... Блядь. Ой, блин.
уже убивай, блин, на море. Ой, Господи. Чё он такой сложный, блин? Все остальные такие эти были вообще, это, козявки сраные, а этот вообще какой-то бесит, блин, вообще аж. Ай, ёлки-палки, блин. Да иди в жопу, блин, урод. Забыла про эту улыбку. О, нет, Обри, не... Амори, не умирай. Да что? Что ты не попадаешь, что ли? Мимо, все мимо, блин. Ой, господи. Что там? Кэл наносит атаку по врагу, зависящуюся от скорости вместо атаки. И это был удар.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха. О, нет, жопа. У. Так, сок надо увеличить. Ой. Блин, я не могу, оказывается. Угу. Ай, серьезно. Так. А чё они все мимо-то попадают? А, ну хоть так. Тогда так. А, блин. Что там было? Комбо блюдо. О, наконец-то. Хорошо сработано, дети, вы прошли долгий путь, но я еще не закончил. Изучает громкоговоритель. Вы действительно стали сильнее. Я так горжусь вами. Но у меня все еще есть незаконченная работа, и я планирую с этим покончить. Приготовьтесь, дети. Вот оно, воплощение силы. Когда я мышцами играю, себя я лучше ощущаю. Ладно, ладно, разойдитесь, разойдитесь. Эх, остынь, Плутон. Я уже лишился одного идеального сотрудника и не хочу лишиться двух. Но, сэр, я могу их одолеть. Дайте мне еще немного времени. Расслабься, Плутон, достаточно на сегодня испорченного имущества. Просто убирайся отсюда. Вы все равно были одной большой занозой в хвосте. Спасибо, сэр. Вы об этом не пожалеете. Да-да. Я никак не смогу убедить тебя остаться, да? Жаль, здесь ты мог бы достигнуть настоящих успехов. Мистер Крутозуб, пока я здесь, мне хотелось бы вам признаться, несмотря на то, что вы похитили моих друзей и заставили подписать сомнительные контракты, вы все еще кажетесь мне довольно неплохим парнем. Хиро, это может показаться тебе неожиданным, но я всегда считал тебя сыном, которого у меня никогда не было. Уверен, тебя ждут великие свершения. А теперь вон отсюда. Не видите, что я занят? Спасибо еще раз, мистер Крутозуб. Ладно, ребята, раз уж мы снова вместе, можно продолжить поиски Базила. Мы прошли немалый путь, но я точно знаю, что мы его найдем. Мы не собираемся отставаться. Ты прав, Хиро, мы уже на финишной прямой, я это чувствую. Жди нас, Базил, глазом моргнуть не успеешь, как мы тебя найдем. Вот такая решимость мне по нраву. Задайте там жару, чокнутые детишки.
Лифт не открывается. А, Хиро. Герой. А, точно, пока я не забыл. Амори, возьми это. Мистер Крутозуб выдал мне эту карту для быстрого перемещения по последнему шансу. Хиро дал тебе вип-ключ-карту. Вау. Вот, теперь все лифты будут ездить быстрее. Только предупреждаю, иногда сильно потряхивает. Ой. Да, сюда что ли? А. Да. Ах, вот так сюрприз, дети. Мы снова пришли сразиться со мной? Увы, то есть. Нет, не дай бог. Прекрасно вас понимаю, я все еще чувствую отголоски нашей жаркой битвы. Это воспоминание я буду ценить вечно. Вы все стали невероятно сильны, но как и во всем, еще есть куда совершенствоваться. Напрягись для меня, Кэл, покажи все, чему я тебя научил. Да, сэр, так точно, сэр. Хуа! Кэл готов ко всему. Ну кого тут бить? Нет, боюсь, ты ошибаешься. В этом испытании не собираюсь проверять твою силу. Что такое? Да. Да. М. В этом испытании собираю... Я буду проверять твою стойкость. О, Господи. Приготовься, Кэл, я не собираюсь сдерживаться. О, нет, опять что ли драться? Кэл получил... 50 С. И потерял зуб. О. Все. Ой. Привет, я Мира. Я тут новенькая. Так, куда нам?
Так, надо сохраниться. Ой, господи. Так, куда нам надо было? На третий, кажется. Или на четвертый? А, нет, на четвертый надо. Все. Так. Так. Картонка. Это ручки такие. Все, понял. Так, ну все. Здесь вроде все. Так. Тут вроде тоже все. Тут все. Хотите поиграть в бассейне? Ну, давайте. Ой. Ну ладно. Так, куда дальше?
Все эти крокодилы пропали. Ну да, в принципе. Юху, команда снова в сборе. Всем по пятюне. Так, кто-нибудь помнит, как мы тут очутились? Слушай, у меня был пристранный сон. Там были мы, и мы все падали в бесконечную черную дыру. Сразу после этого, бум, я подписываю контракт на отказ от своей жизни. Ну, как говорится, куда только жизнь не приведет. Так, чем мы там занимались? Искали Базила, что-то такое, да? Да, точно, Кэл, мы ищем Базила. Думаешь, Базил может быть где-то в последнем шансе? Без шансов, Базил тут бы не застрял. Он что, похож на человека, которому нравятся такие вещи? Даже не знаю. А похож? Почему бы нам не походить, поспрашивать народ, не видел ли они его? Хорошая идея, Кэл. Правда, мы довольно далеко от дома. Думаю, что кто-то здесь знает, как он выглядит. О, придумала. Может, нарисуем его? Тогда люди смогут узнать по рисунку. А вы двое сегодня блещете хорошими идеями. Звучит как план. Класс, я начну. Что это такое? Совсем не похоже на Базила. У Базила вот такие волосы. Нет, погоди, так тоже не похоже. Эй, ты что с моим шедевром делаешь? Из каких это пор у Базила такой большой нос? Так, ладно, дайте гляну, что получается. Да уж, Базил правда так выглядит. Ух, не могу смотреть. Хиро положил плохой рисунок в твой карман. Эх, что ж, получилось не очень. Не расстраивайся ты так, Обри. Мы и сами Базила найдем. Ага, все будет хорошо, мы много где еще не искали. Почему бы нам не поискать в глубоком колодце? Туда можно доехать на такси, у последнего шанса всегда стоит хоть одна машина. Что за плохой? Плохой рисунок. Понятно. Что ничего не понятно. Кстати. Так, и куда? Надо подбросить обратно до глубокого колодца все что угодно для правой руки босса. Сюда что? Ой, подожди. У тебя реально есть трое друзей? Лады, лады, тогда давайте, проезжайте, пробегайте. Опа. О, буковка. Подводное шоссе. О, боже мой. Эй, это там что, Душечка? Привет, Душечка, помнишь нас? Мы тебе свадьбу чуть не сорвали. Что? Опять эти четверо? Почему вы все время появляетесь у меня на пути? Так, как тебе живется замужем? К черту замужество, я уже давно разорвала отношения с этим жалким подобием капитана. Опять что ли? Ну, ваша свадьба состоялась буквально вчера. О нет, значит вы с Космо-мужем. Теперь он Космо-бывший муж, и мне до него нет никакого дела. Ух, бедняга. Увы, я вернулась сюда, где и была. Очевидно, что моего идеального избранника попросту не существует. Не говори так, Душечка, уверен, где-то на свете живет твоя вторая половинка. Ах, мой милый Хиро, как я жаждала услышать твой голос.
Но нет, вынуждена воздержаться. Я уже избрала свой путь. Искать суженого для меня слишком старомодно. Так что я решила его создать. Что? Создать избранника? Разве это возможно? С деньгами обычных людишек нет, но для такой богатой особы, как я, ограничений не существует. Туда, куда я отправляюсь, могут попасть только богачи вроде меня. К семье морских ведьм, специализирующихся на клиентах с особыми запросами. Счастливо оставаться, простаки. Я опаздываю на встречу. Так, нам за ней идти или как? Мне кажется, что от душечки бывают только одни проблемы. Да, когда речь заходит о катастрофах, у нее отдельная весовая категория. Так. О. Ох-ох. Это что такое? Так. Охраняшечку бы найти. Ух ты ж. Надувной круг. Угу. Ой, блин, так и знала, что это враг. Не, туда не. Ой. Так, надо где-то сохраниться. Так, тут остановка. Воу-воу, куда торопишься, дружище? Отойди, медленно, это платная дорога, видишь? Выкладывай гребешки или проваливай. Эй, приятели, рад встрече. Вы хотите воспользоваться проездом? Ну хорошо, но раз зашла речь, давайте сделаем это дело веселым. Почему бы вам не оказать мне услугу и не крутануть колесо? 626 гребешков. Счастливое число, скажу я вам. Оно же будет вашей платой за проезд. Будете платить? Ох, ну давайте, не будьте скупыми. Ай, ладно. Отменно крутанул, дружище. Ох, ну да, блин. Чё за бред? Так, числа не сходятся. Нет, все, хватит. Чего? Чего? Уи, у нас победитель. Пипец вообще. Чего? Это было стрёмно.
Что такое? Что есть? О. Да, столько потратила гребешков, ужас. Во мне закончился... Ой, чё? Тунец. Опа, так-то. Ловить и выращивать рыбу — мое хобби. Оно помогает скоротать время и само по себе полезно. Полнится рыбой, но только ее костями. Что? Лимонад. Ой, кто это? Блин, где сохраняшечка? Мне бы сохраниться. Сохраниться и, наверное, заканчивать. Вау. Так, ладно. Нет, нет, отстань. Опа. Что это было? Где сохраняшка? Сохраниться надо. Какие-то крутые байкеры. Ух ты. Это что такое? Ферма, что ли? И ладно. Так, ладно, потом. А, где я? Вот черт. Босс, я не спал, я просто... А вы просто кучка ребят. Вы просто кучка ребят. Держу пари, хотите, чтобы я дорогу открыл? Ну, буду честен с вами, плата за проезд завышена, это обойдется вам. О, ну что вы еще? Нет. Ой, жесть. Ой, нет, лучше так пойти, наверное. О, жесть. Жесть тут, конечно. Ой-ой-ой-ой.
Это не так просто убежать. Блин. Блин. О, наконец-то. Привет, Амори. Похоже, мы достигли конца дороги. Буквально. Похоже, дальше по пути длинный мост. Что бы ни случилось, не смотри вниз. Фух. Наверное, будем заканчивать. Устала.